Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. На что откроет вам глаза песок, чего вы не знаете и даже не догадываетесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть все тайны, большие, маленькие, для вас сейчас откроются. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ох, мои хорошие. Здесь какой-то человек вас очень сильно любит. Любит, давно любит. Человек, вот где-то рядом находится. Как будто бы постоянно вам в спину смотрит. Либо взглядом провожает, либо так всегда получается, что этот человек как сзади вас идет, либо находится. Любит, молчит о своих чувствах, потому что считает, что вы слишком хороша для него. Либо хорош, да, мужчина, просто переворачивайте на себя. Здесь именно про неразделенную любовь. А тот, кто вас любит, очень хороший человек. И я даже больше скажу, вам подходит этот человек. Это приблизительно именно тот, либо та, кто вам нужен. У человека характер такой положительный, теплый. И еще я вижу, что человек способен на жертвы. Вот ради любви, во имя любви. То есть о себе этот человек думает в последнюю очередь. Больше вот как способен на жертву. И вы знаете, кто-то в вашем общем окружении догадывается, кто этот человек. Возможно, вам даже об этом говорили, что вот этот мужчина на тебя постоянно грустными глазами влюбленными смотрит. Либо вот эта женщина к тебе что-то испытывает, да, вот как-то по-особенному на тебя смотрит. А вы подумали, что это шутки. Как-то отмахнулись, там пошутили, посмеялись и забыли. Да, любит вас человек. Сердце для вас живет, для вас бьется. Но человек молчит о своих чувствах. Вот видите, прям уверен этот человек, что он либо она вам не пара. Прям уверен, да, что вы слишком там красивая, яркая, независимая, там, достойны лучшего. Да? Человек такой, а что я могу предложить? Там, возраст, там, денег не так-то много. Но на самом деле ради любви, ради вас этот человек способен на все. Вот во всех смыслах слова, да, способен на все. Если вы переживаете, если вы вот недавно сидели и думали, как так, вот никто меня не любит, вы очень ошибаетесь. Вас любят. И любят по-настоящему. Человек любит и молчит. И если вы будете повнимательнее и присмотритесь к своему окружению, вы поймете, кто вас любит. А еще я вижу, что этот человек буквально вот не сегодня-завтра будет вам какую-то помощь предлагать. Помощь любого характера, да. Там может подойти и сказать, хочешь, я для тебя то-то сделаю, либо это, либо там как-то тебе помогу, там, физически, да, морально поддержу. Вот что-то будет вам предлагать как помощь. И вы тоже можете по этому моменту определить, да, кто этот человек. Вот есть такое, что вас любят. Любит и молчит. Дальше, мои хорошие, показываю человека, который вас очень сильно боится. Боится даже не столько вас, сколько ваших реакций и ваших возможных действий. Этот человек перед вами то ли виноват, то ли в какую-то проблему вляпался, то ли, возможно, неправду вам сказал в свое время. И очень сильно боится, что вы все узнаете. Знает, что у вас горячий характер, что у вас рука тяжелая, да, что вы спуску не дадите. И человек выбирает такую тактику, знаете, как прятаться, скрываться, держаться на дистанции с вами. Думайте, вы знаете, кто это. Вы недавно думали об этом и думали, ой, почему-то этот человек там не приходит, не заходит, либо как-то себя так ведет, что давно не виделись. Этот человек от вас что-то прячет, боится вашей реакции. Прям уверен, что вы накинетесь кулаками, либо что вы там жестко какие-то меры, санкции к этому человеку предпримите. Да, есть такое, есть.
Ну, я не вижу тут криминала, но вижу какую-то глупость. Да? По глупости человек во что-то вляпался, либо что-то такое сделал, а теперь боится ваших реакций. Дальше, мои хорошие. Вот показывают мне на работе у кого-то сговор. Сговор, хотят своего человека привести, либо хотят своего человека, допустим, на вашу должность поставить. Есть такое. И вам усложняют жизнь, к вам придираются, вас буквально пытаются либо довести до состояния, что вы там разнервничаетесь, да, напишите по собственному желанию, уйдете, либо пытаются вас опорочить в глазах вышестоящего начальства, что вы такой вот бездарь человек, что вы ни на что не годитесь, да, просто штаны просиживаете, да, на рабочем месте. Сговорились две женщины и один мужчина для того, чтобы своего человечка, причем тупого, привести на ваше место посадить. Либо просто привести, но поскольку вы не в их компании, да, вы можете быть против, либо вы можете обличить этого человека, что человек не имеет ни квалификации, ни опыта, ни специальности, а его вот за уши просто притягивают к этой работе. Человек ни на что не способен. Да, у кого-то заговор есть. И еще, мои хорошие, вот кто свой бизнес ведет, у вас конкуренты достаточно и жесткие, и глупые. Жесткие они, потому что готовы на все пойти, лишь бы от вас, как от конкурента, от конкурентки избавиться. А глупые, потому что не понимают, что у них ничего не получится. И не понимают, что они очень дорогую цену за это заплатят. Вообще я вижу, что над вами купол защиты. И вы не тот человек, кого можно обижать. Вы, сами того не ведая, либо не желая, можете такие бумеранги запускать, что прям страшно становится. Но нельзя вас обижать. Не знаю, у вас как по роду такое идет, да, что вас нельзя обижать. Может, вы практик, может быть, вы из рода служителей культа веры, да, то есть намоленный род. Может, у вас магия в крови, да, вы из рода каких-то очень сильных магов. Но вот нельзя мне идет. Вы под куполом находитесь. И этот купол, он отражает весь негатив. Отражает. Причем не просто отражает, как оно есть, а он еще и усиливает это отражение. Как, знаете, вот как какая-то зеркальная система получается с очень сильным отражением. Тут люди, они сами себе подписывают как приговор, но и не знают об этом. Не знают. Они видят, что вы спокойный человек, что вы кроткий человек, что вы хорошо воспитанный человек. И думают, что вы как одуванчик, да? Подул, и одуванчик разлетелся. На самом деле это неправда. Ваша внешность, она, да, очень мягкая, открытая. То есть кажется, что вы очень безобидный человек. На самом деле я бы к вам близко не подходила, да? Я бы с вами не шутила. И ничего было плохого даже в помыслах не имела. Но на самом деле, да, внешность обманчива, вы не такой человек. У вас, вот в крови мне что-то идет. Есть что-то в крови. Как родовая сила, родовая защита. Кстати, я еще вижу, что вас очень часто через сны предупреждают. А кто-то из вас путешественник между мирами. Путешествуете в разные миры, можете попадать. Может, вы контактер, кстати, да? Кто не стесняется, кто контактирует, напишите. Может быть, как в комментариях друг друга найдете, да? Может, кто-то хочет развиваться в этом направлении. Вот вижу, что какие-то способности, причем незаурядные способности, у вас точно есть. Но такой купол просто так над человеком не возникнет. Вас берегут. Вас от рождения берегут. Еще до рождения вас уже берегли. Вы маму свою спросите, что там были за угрозы. И она вам расскажет. Вас берегли. Да, я это вижу. Кстати, у кого-то еще и миссия очень непростая идет. Миссия помощи, защиты, спасения. Но это позже к вам придет. Да? Вы либо уже знаете про себя и к этому готовитесь, либо вы позже узнаете и будете к этому готовиться. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показываю человека, который боится вас потерять, что ли.
Тут какая-то ревность и собственничество, да, чувство собственника. Человек ревнует, боится потерять. Человек из-за этого от вас что-то утаивает, не договаривает, либо наоборот привирает, как переворачивает информацию из-за ревности, из-за страха вас потерять. Это может быть как и в отношениях, да, в отношениях там, мужчины и женщины, так и в отношениях с родственниками, с родителями, и в отношениях с друзьями, подругами. Человек сгорает от ревности, и человек обладает чувством собственника. Можно сказать, что когда вы не видите, этот человек вам подкусывает крылья, подгрызает, да, чтобы вы не могли высоко взлететь, потому что человеку за вами не угнаться. Но человек по-своему вас любит и не хочет с вами расставаться, прощаться, либо вас терять. Вы знаете, это немножко похоже на какую-то болезнь. Да? Человек, видно, в себе абсолютно не уверен. И человек действительно эгоист какой-то. Ну как так? Как можно подкусывать крылья, подрезать, чтобы не потерять? Ну, допустим, вы мужа просите помочь вам устроиться на работу. Это просто как пример, да? А муж боится, что вы станете успешной, что вы заведете много знакомств, там, мало ли, с каким-то красивым мужчиной познакомитесь, меньше ему времени будете уделять. И он такой: ну, ты знаешь, вакансий нет, сейчас тяжело, никуда тебя не возьмут. Я вот спрашиваю, все руками разводят, да, мест нет. Либо, например, там друг либо подруга, да, вы хотите куда-то поехать, а человек вам говорит: ты знаешь, вот у меня там знакомые либо родственники говорят, что все так плохо, что ехать нельзя, все там плохо закончится, если ты поедешь, да, вот боится вас потерять и ревнует к вашим будущим успехам. Даже так мне идет. Подкусывает. Вас от чего-то отговаривают, либо вам, наоборот, да, на хорошее, плохое говорят. Ну, чтобы вы далеко не ушли, не оторвали, чтобы рядом в одном положении были, да, либо рядом на одной ступеньке стояли. Но это глупо, конечно, и страшно. Ну, не про любовь и не про дружбу это, да. Наоборот, друзья должны помогать, либо любимые люди должны помогать. А этот человек, наоборот, пытается вас удержать рядом. Типа, если я не могу, то и тебе не надо. Очень деструктивная позиция. Дальше. Вот сплетни про вас какие-то ходят. И эти сплетни раздувает какой-то свой человек, не чужой. В каком плане свой? У кого-то точно от родственников информация сливается, а у кого-то из вашего ближнего круга общения. Да? Кто-то подает информацию, но подает перекрученную, не так, как оно все было. А вы все пытаетесь разгадать, откуда сплетни идут. Кто-то свой, да, свой сливает информацию. Постарайтесь воздержаться от общения, особенно на чувствительные темы. И все стихнет. Чем меньше ваш ближний круг знает о вас и о вашей жизни, тем меньше сплетен о вас будет ходить. Чужие люди не будут придумывать, да? Но не будут они этим заниматься. Тем более, что придумывать? Никто не знает, как вы живете. А вот свои как раз-таки и делятся информацией. Причем они не просто делятся, как я уже сказала, перекручивают. В открытую там не могут к вам подойти и сказать, что завидуют. Либо что язык за зубами не держится. Да? Бывают же люди такие фантазеры, которым очень нужно поговорить. И тем самым они как подчеркивают свою значимость. Про себя такие люди мало что рассказывают. В основном они говорят про других. Да, может, кто-то болтливый. А как там? Болтун — находка для шпиона, да? Помните эти старые лозунги советские еще? Поэтому, да, все в ваших руках. Если перестанете делиться планами, рассказывать о своих задумках, рассказывать о своих проблемах, то и сплетни уйдут. Сплетен не будет. Просто не из чего их брать. А придумывать никто не будет. Специально придумывать про вас никто не станет. Дальше, мои хорошие, показан человек, у которого заканчиваются силы, и человек не может больше вам как-то противостоять. Не знаю, то ли это какая-то конкуренция, то ли противостояние, как борьба, как попытка
вас куда-то не допустить, не пропустить. У человека заканчиваются силы. Сил осталось там буквально на где-то 10-15%, не больше. И я вижу, что человек уже в таком ослабленном состоянии, что достаточно просто вот так ногой пнуть, и человек упадет вместе со своей этой преградой, которую поставил и держит. Сил больше нет, а у вас силы есть. Просто вы не любите такие методы, да, и такими методами не пользуетесь. Но в следующий раз, если возникнет этот момент противостояния, попробуйте пнуть этого человека. Либо я вижу, что этот человек буквально вот прям назад и на попу сядет, да, руками разведет и скажет: ну все, твоя взяла, нет больше сил с тобой бороться. Силы все иссякли. Ну, потому что если человек неблагородным делом занимается, конечно, сил не будет. Дурное дело, оно все-таки энергетически затратное, а человек дурным делом занимается. Дальше показывают женщину, пьет, много пьет, алкоголь, да, ее все, и еда, и питье. Пьющая женщина, может, у нее еще и другие вредные привычки есть. Смотрите, говорят, что этой женщине недолго осталось. Не могу сказать, в каком смысле, но показывает, что недолго. Недолго. Она еще хорохорится, такая вся, да, из себя, но внутри как будто бы у нее там все черное. Может быть, это какая-то болезнь нехорошая, которая трудно поддается лечению, а может быть, действительно, как сказать, да, от этой постоянной алкоинтоксикации там органы могут отказывать, но у нее внутри все черное, ей недолго осталось. Эта женщина, она сама себе это сделала, да, сделала своим образом жизни, поведением, отношением, и никто не вечен, да, ничто не вечно под луной. И здесь еще, знаете, такой момент показан. Вы ее, конечно, простили, да, за ее мерзкие деяния, за ее преступные деяния против вас, но высшие силы ее не простили. Еще это показано. И ей уже как недолго осталось. Вы должны понять, о ком речь идет. Прям такая пьющая, еще, может, и курит, может, и не только это. Такая вот нехороший человек она, да, нехороший. Вы ее простили. Вы вообще стараетесь о ней не думать, как-то отпустили все, махнули, думаете, пропащая душа. Но высшие силы ее не простили. Внутри у нее все черное показано. Так, конь. А вы скоро коней будете выбирать. Кони разные. Есть большие, есть маленькие, есть худенькие, есть прям такие с боками, откормленные, да, толстенькие. Кони – это работа, рабочий процесс, сотрудничество. Раз выбирать будете, значит, вам будут предлагать разные работы, либо предлагать разные варианты работы. Коллаборации, может, даже будут предлагать. Вы знаете, если это прям основная работа, и вам будут предлагать выбор, вы работы не бойтесь. Вы такой человек, вы совсем справитесь. И выбирайте там, где работа посложнее. Потому что именно там у вас и деньги хорошие будут, и успех у вас будет, и карьера сложится. Там, где полегче, там большая плотность людей, и конкуренция, наверное, высокая. Потому что полегче все могут делать, да? А что посложнее не все могут делать, а вы можете. И там трудно будет расти карьерно, а деньги будут как у всех. Так что с умом. И если речь идет про какую-то подработку либо бизнес, то я вижу, что вы можете как сразу несколько делать. Несколько. И у вас и там будет получаться, и деньги будут, и с нужными людьми познакомитесь, расширите свой кругозор, дополнительный опыт получите. То есть там уже как можно выбрать 2 или 3 варианта. Да? Не обязательно прям что-то одно и в это упираться. У вас очень много сил, вы очень способный человек. Вы не боитесь работать, вы умеете работать. Такой совет.
Дальше. Для тех, кто конкретно вот работает, да, у вас есть работа, у вас все хорошо. Ну, может, и не совсем хорошо, да, может быть, есть какие-то вещи, которые вам не нравятся, либо вас смущают. Здесь показано, что нужно просто подождать, перемены уже рядом. То есть то, что вам не нравится, оно будет реформироваться и меняться в лучшую сторону. Возможно, вы с кем-то это обсуждали, либо, как сказать, вы на это загадывали. Будет, просто подождите. Перемены будут. И перемены у вас однозначно в лучшую сторону. Хороший знак. Дальше. Судьба кому-то готовит отъезд, либо переезд. Переезд, отъезд. Но вы, скорее всего, об этом не думаете, либо когда-то думали, но все как-то внезапно произойдет, да? Вы окажетесь не готовы, либо для вас это даже какой-то шок, что нужно куда-то ехать, переезжать, уезжать. Но вы смотрите, судьбу не подводите, судьба желает для вас лучшего. Если так будут складываться обстоятельства, действуйте по судьбе. Ни в коем случае не сопротивляйтесь, потому что у судьбы несколько методов. Один — это лояльный, да, когда у вас такие мягкие условия, и вам просто предлагают. А второй, он такой достаточно жесткий, когда принуждение идет, да. Хочешь, не хочешь, надо. Ну вот вижу, что будете ехать куда-то, либо уезжать, либо переезжать будете. Соглашайтесь. Соглашайтесь, все будет хорошо. Так, еще мост, замок. Мост, замок. Вы кому-то к себе путь закрыли. Возможно, вы кого-то заблокировали. Либо, возможно, вы кому-то так и сказали, что не подходи, не появляйся, не пущу, не подпущу. А вы знаете, а зря вы это сделали. Зря. Здесь вас буквально с неба просят открыть замок. Открой замок. Либо человек вам нужный окажется, да, полезный, там что-то может для вас сделать. Либо у человека есть своя правда, но которую вы не знаете, либо там слушать не стали. Небеса просят, чтобы вы замок открыли. Скорее всего, речь идет о том, что вы кого-то заблокировали. Почему-то мне идет, что заблокировали. Ну, попробуйте разблокировать, кто у вас там в бане находится, и посмотрите. Возможно, вы заблокировали, да, того, кто может быть для вас крайне полезным, нужным, и для вас очень многое может сделать. А вы вот мечетесь, да, ищете выход, ищете решение, ищете того, кто поможет. А он у вас есть, этот человек, но заблокирован. Представляете, какая дилемма? Так, дальше. Кто-то помнит вашу доброту, и кто-то хотел бы за вашу доброту вас отблагодарить. Какой-то праздник вижу, на праздник. Либо повод, праздник как повод, человек появится и будет благодарить вас за вашу доброту. Также вижу, что человек придет не с пустыми руками, и вам не стоит отказываться от того подарка, который вам будут дарить. Может быть, подарок нескромный, может быть, подарок такой, знаете, ну прям серьезный. И вы скажете: о боже, это так много, это так дорого, типа я не возьму. Ни в коем случае так не говорите, потому что вы человека до глубины души обидите. Понимаете, вы человека обесцените. Почему человек захочет подарить вам дорогой подарок? Потому что вы в свое время этого человека просто вот спасли, да, выручили, спасли. И человек думает: сколько стоит моя жизнь, да, сколько стоит мое будущее? Ну, скорее всего, бесценно, да? Но поскольку мы все люди, живем в этой реальности, человек, возможно, действительно потратился для того, чтобы вам хотя бы частично, да, вернуть ваше добро. А тут вы такая: нет, я не возьму. Представляете, как это обидно? То есть для вас этот человек ничего не стоит. Не отказывать. Научитесь брать подарки. Это очень хороший навык. И вы же всегда благодарите, если кто-то вам помогает, либо что-то для вас делает, да? Ну, так позвольте, чтобы и вас благодарили. То ли у вас в детстве вот произошло, что вы стесняться стали, да, брать подарки, типа это нескромно, то ли
Может быть, какая-то настройка сбилась у вас в нервной системе. Но подарки надо брать, это важно. И если дают, то берите. Берите и не обесценивайте тех людей, которые дарят вам подарки. Неважно кто, неважно. Вы должны брать подарок, взять, вернее, подарок. И еще, мои хорошие, показывают какую-то часть суммы. Я так понимаю, что это деньги, да? Какая-то часть суммы к вам вернется. Может, вы где-то переплату сделали, а может, там как условия меняются. Я вижу, что вы какие-то деньги неожиданно получите. Вы уже имеете на это право, просто об этом еще не знаете. А может быть, не проверяли почту, у вас там письмо лежит, извещение, оповещение, что электронная почта. Но вот мне идет, что вы какую-то часть суммы назад получите, как скидка, перерасчет, ну, либо компенсация чего-то, может, какой-то бонус еще быть. Небольшая сумма, но тем не менее это будет очень приятно, это хорошее подспорье для вас. Какие-то деньги к вам вернутся. Деньги, которые вы раньше потратили либо оплатили. Вот часть этих денег, часть, небольшая часть, но тем не менее, да, к вам вернется. Вот здесь нужно быть повнимательнее, да, не пропустите. Проверяйте почту, обычную электронную, смс-ки читайте. Но только смотрите, на мошенников не попадите, да. Там вы должны вспомнить, куда вы обращались, где вы платили, и оттуда именно будет письмо вам, чтобы вы эту сумму себе на счет приняли, ну, либо пошли и получили наличными. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.